Здравствуйте! В эфире «Авторивьера». Смотрите сегодня в нашей программе. Дорожно-транспортные аспекты в период летнего туристического сезона. Далее наш материал об отечественной топливной компании «Азит». Наступил летний туристический сезон. В Абхазию на отдых едут люди на личном автотранспорте, на автобусах. Увеличивается количество пассажирских перевозок внутри республики, в связи с чем интенсивность движения автотранспорта возрастает. Здесь, у абхазско-российской границы, на выезде из терминалов организация движения все та же, хотя были планы по ее оптимизации. Этот знак, который только всех дезориентирует, на том же месте. Отъезжая от перекрестка у терминалов в направлении Сухума, мы натыкаемся на те же ямы, которые совсем не просто объехать. В этот раз говорить о летнем туристическом сезоне невозможно, не сказав немного о погоде. Начало этого сезона можно смело назвать сезоном дождей. Практически 2 месяца с небольшими перерывами шли ливневые дожди. Следует еще отметить и то обстоятельство, что длительные дожди оказались разрушительными для асфальтового покрытия дорог, которые без того нуждались в ремонте. Да еще при таких погодных условиях проводить ремонтные работы тоже затруднительно. Прошлым летом мы снимали материал, в котором обращали внимание на состояние основной нашей дороги, проходящей через всю страну. Некоторые из опасных участков были отремонтированы, но появляются все новые и новые повреждения. И в целом положение не сильно изменилось. Из оползневых участков отремонтировано одно большое дорожное полотно. Теперь здесь нормальная дорога. Но есть еще масса участков, где положение лишь усугубляется. Там, где по краям дорога просела, машина, проезжая, дает резкий крен в сторону обрыва. Ощущение не из приятных. Будем надеяться, что прежде чем произойдет очередной обвал, шоссе успеют отремонтировать. Надлежащее содержание и обслуживание дорог требует больших вложений и усилий. При таких темпах дорожных работ справиться с этой проблемой сложно. Наиболее повреждены дороги в столице. Всем нам известно состояние дорог в республике, и я не буду более углубляться в эту тему. Ездить нам пока придется по этим дорогам. Автотуристы не столько боятся плохих необустроенных дорог, сколько наших сотрудников госавтоинспекции. Тому свидетельствуют многочисленные отзывы в интернете возмущенных водителей отношением к ним отдельных сотрудников ГАИ. Туристы на наших дорогах движутся пристегнутые на небольших скоростях, но все мы являемся свидетелями того, как часто их останавливают на постах. Это несмотря на приказ министра внутренних дел, в котором предписано не останавливать автомобили с иностранными номерами, если они не совершили грубых нарушений правил дорожного движения. Такая практика существует во многих туристических странах, где за незначительные нарушения вам сделают предупреждение и попросят больше не нарушать. Если людям портить отдых, понятное дело, они развернутся и уедут отдыхать в другое место. А их негативные отзывы впоследствии портят репутацию всей туриндустрии нашей страны. Если они и нарушают правила, то чаще всего это при выездах на дороги с односторонним движением, где отсутствуют знаки, указывающие направление движения. Всегда сложнее сориентироваться на незнакомой местности. Если вы видите, что автомобиль едет против движения, постарайтесь доступными способами обратить на это внимание водителя. Взаимопомощь и взаимная вежливость на дорогах особенно актуальна по отношению к нашим гостям. Надо сказать, что непростое положение дел, сложившееся в структуре госавтоинспекции, требует безотлагательных перемен. В настоящее время руководство Министерства внутренних дел вплотную занимается разработкой новых подходов в организации работы ГАИ. Министерство по курортам и туризму, в свою очередь, старается снабдить автотуристов всякого рода полезной информацией. Это буклеты, карты с подробным описанием туристических маршрутов и достопримечательностей. Отделом информационного сопровождения имиджевой политики Министерства по туризму ежегодно печатаются карты гостя, информационные карты гостя, которые распространяются как на границе, так же и на точках реализации экскурсионных путевок. Да? То есть раздаются они бесплатно. То есть для человека, приехавшего на своем транспорте
посмотрел, ну, эти карты могут его сориентировать о тех экскурсионных объектах основных, которые расположены в Абхазии. У нас два сайта, значит, официальный сайт Министерства по курортам и туризму, и сейчас в разработке, значит, информационный портал Республики Абхазия, туристский информационный портал, в котором будет очень подробно изложены все турпродукты, все маршруты, экскурсионные маршруты показа, которые у нас в Абхазии имеются. Также в Абхазии очень хорошо работает Яндекс.Навигатор, которым водители могут легко воспользоваться. В этом году мы запустили, значит, такой проект. Есть такой вот экскурсионный портал, приложение Top Trip Tip. Это онлайн-гид Абхазия, то есть он уже работает в работе, то есть желающие могут это приложение скачать, получить информацию об существующих экскурсионных объектах. Мы периодически дорабатываем это приложение, вносим коррективы, вносим новые объекты. То есть это очень удобное мобильное приложение для путешественников. Существует указ министра внутренних дел Республики Абхазия на период летнего сезона без совершения грубых нарушений правил дорожного движения не беспокоить туристов, то есть автомобили с госномерами Российской Федерации. В случае неправомерных, значит, действий со стороны сотрудников МВД, в частности ГАИ, значит, мы в наших информационных картах тоже отражаем номера телефонов службы, внутренней службы безопасности, куда они могут обратиться и получить информацию о том, как дальше действовать. Количество автотранспорта и их интенсивность движения на дорогах Абхазии летом значительно возрастает. Это автотуристы, автобусы различных транспортных компаний, занимающиеся трансфером пассажиров и экскурсиями. Они заключают договора с российскими туроператорами и работают с ними напрямую. Летом еще активизируется работа таксопарков и также увеличивается количество грузоперевозок. В нашей передаче небольшой обзор о компании, занимающейся трансфером и экскурсионными маршрутами. Мы находимся в Пицунде на территории гаража Национальной туристической компании, где мы ознакомимся с тем, как автобусный парк подготовлен к туристическому сезону. Как нам рассказал начальник транспортного отдела Национальной туристической компании Павел Бхазария, к сезону автобусный парк готовили заблаговременно. Транспорт прошел необходимое техническое обслуживание. Все автобусы исправны. Они практически ежедневно в работе. Это государственное предприятие было восстановлено в 2012 году благодаря 20 автобусам ДЭУ, полученным по комплексной программе развития курортов Абхазии. И в том же году была образована автобаза «Турист» на базе этих 20 автобусов корейского производства ДЭО. Автобаза «Турист» осуществляла туристические перевозки, обслуживание туристов так как по территории Абхазии, так и сопредельно с Российской Федерацией. Маршруты у нас начиная с Туапсе и заканчивались до Сухума. Это экскурсионные маршруты. Автобус себя зарекомендовали с хорошей стороны. Комфортабельные в обслуживании, удобные. Насчет комфортабельности в автобусе есть DVD, телевизор, микроволновая печка, холодильник. Так, на сегодняшний день, для современного туризма, комфортабельно этих автобусов я еще не встречал за последние 5 лет. Поколение этих автобусов на сегодняшний день считаются современными автобусами для туристического путешествия. В наших условиях, горных условиях, тоже маневренных, мощность двигателя 430 лошадиных сил, пневмо, подушки, коробка передач механическая. Этот автобус удобный в управлении для водителя.
он зарекомендовал себя со всех сторон, с самой наилучшей стороны. Топливная компания «Азид» располагает самыми крупными топливозаправочными комплексами в Абхазии. Качественное топливо и отменное обслуживание стали предпочтительны для многих автовладельцев. То, что жизнедеятельность каждого из нас и в целом экономики государства невозможна без топлива, думаю, нет необходимости пояснять. Мы с вами являемся свидетелями того, как отечественная топливная розница прошла путь от простых контейнерных заправочных станций до огромных современных автозаправочных комплексов с широким спектром сопутствующих услуг. Запросы посетителей заправок на различные услуги и их качество растут. В первую очередь всех интересует, насколько качественное топливо мы приобретаем и как это отражается на наших автомобилях. Когда мы заливаем некачественный бензин, легко заметить изменения в работе двигателя. Например, уменьшение мощности, увеличение расхода топлива, плохая заводка и многое другое. Все это ведет к нарушениям работы различных систем автомобиля и увеличению износа двигателя. Если заправляться на известных станциях, риск залить плохое топливо снижается. У них большие возможности, и они предлагают улучшенное топливо. Стремятся сохранить хорошую репутацию, поскольку это является одним из важнейших составляющих успеха компании. А также, кроме качественного топлива, у них предлагается наиболее полный комплекс услуг. Приятным фактом является то, что абхазская топливная компания «Азид» достигла лидирующих позиций в этой отрасли. Уровень новых топливозаправочных комплексов «Азид» вполне соответствует стандартам самых известных в этой сфере компаний. Для наших автовладельцев это обстоятельство уже стало привычным и само собой разумеющимся. Компания «Азид» оказывает помощь в реализации различных социальных и гуманитарных проектов, в том числе и в актуальной для страны проблеме безопасности дорожного движения. Подробнее о горючем и о компании «Азид» нам расскажет директор заправочного комплекса в городе Сухум Эдуард Дергун. «Азид» – это отечественная компания, которая сегодня предлагает топливо высокого качества и отличное обслуживание. Расскажите, как компания сумела достичь таких успехов на этом высококонкурентном рынке? Компания «Азид» более 20 лет присутствует на рынке горюче-смазочных материалов Республики Абхазия. Этот период включает в себя и сложные блокадные годы после войны, и много других препятствий, которые компания неизменно успешно преодолевала. Ну и сегодня компания не останавливается на достигнутом, продолжает свое поступательное развитие, примером чего могут служить современные автозаправочные комплексы, на одном из которых мы с вами сейчас находимся. Какие виды топлива предлагают автозаправочные станции «Азид»? На автозаправочной станции «Азид» реализуются следующие виды топлива. Это дизельное топливо класса Евро-5, бензин 92 и 95 класса Евро-5, а также топливо премиум-класса 95 и 98 бензин S-Drive. Я уже длительное время предпочитаю заправляться на автозаправочных станциях «Азид», так как топливо хорошего качества. Причем я всегда заливаю ваш фирменный продукт S-Drive. Мой автомобиль от него в восторге. Топливо S-Drive является фирменным топливом премиум-класса компании «Азид». Данное топливо реализуется исключительно на наших автозаправочных станциях. Топливо S-Drive отличается улучшенными характеристиками по сравнению с базовыми марками бензина. Стоит отметить, что оно не содержит металлосодержащих добавок, то есть не влияет пагубно на двигатель и топливную систему автомобиля. Разработан специальный комплекс присадок для данного вида топлива, который позволяет улучшить характеристики, разгонные характеристики автомобиля, а также срок службы топливной системы и деталей двигателя. Какой еще комплекс услуг предлагается посетителям «Азид»? Современные требования
такого рода автозаправочный комплекс предполагают не только реализацию различных видов топлива. Поэтому в автозаправочных комплексах «Азид» мы предлагаем своим клиентам круглосуточно услуги магазина, кафе, подкачки шин, бесплатный Wi-Fi. На территории автозаправочного комплекса действует автомойка. Также всем нашим клиентам, физическим и юридическим лицам, мы предлагаем возможность использования топливных карт «Азид». В будущем мы планируем ввести системы скидок, программы лояльности по нашим топливным картам. На сегодняшний день топливные карты «Азид» помогают оптимизировать работу транспортных отделов юридических лиц. Каким образом компания обеспечивает стабильно высокое качество горючего? Как осуществляется его контроль? Во-первых, мы приобретаем бензин, топливо только у мировых лидеров. Это такие, как европейский «Тоталь», «Петроль», «Офиси», а также российская компания «Лукойл», которая является российским производителем бензинов класса Евро-5. Что касается контроля качества, любая партия топлива проходит сертификацию в независимых международных и российских лабораториях, на основании которого выдаются сертификаты. Любой желающий может ознакомиться с копиями данных сертификатов на наших автозаправочных станциях. Также при приеме топлива на нашей нефтебазе АЗС с помощью специальных средств мы еще раз проверяем различные характеристики топлива, соответствие октановому числу и многие другие. Оборудование на современных автозаправочных комплексах «Азид» от ведущих немецких производителей. Оно предполагает точный налив топлива, многоуровневую систему фильтрации, а также систему предупреждения о возможных сбоях и неполадках. Каким бы современным оборудованием ни была бы оснащена автозаправочная станция, конечно же, качественное обслуживание невозможно без высококвалифицированных специалистов и слаженного персонала. Спрошу коротко, откуда кадры? Компания «Азид» является на 100% абхазской компанией. В связи с этим при выборе персонала, при прочих равных условиях, мы стараемся набирать его из местного населения. В компании разработаны и внедрены определенные стандарты качества и обслуживания. Разработана и реализована программа обучения и повышения квалификации персонала. Четко сформированы требования к соискателям вакансий. Более подробно об этом и других аспектах работы компании любой желающий может ознакомиться на нашем сайте. Передача «Авторивьера» подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Желаем вам счастливого пути.